Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так» у Лейлы. У нас сегодня жуткая была жара после встречи гостей и работы, трехдневной работы, свадебных заказов. Мы, конечно, устали жутко. Мадина вчера уехала, но приехала вот под вечер с малышами. Она не знала, что мы собираемся в гости, приехала, потому что малыши просто жутко, говорит, просятся сюда обратно. А мы уже собрались ехать в гости проведать мою сноху, брата, жену, которая 4 месяца была на лечении в Москве. И, алхамдулилlah, ей лучше. Приехала домой. И сейчас мы с Танзилой, Мадиной, с малышами, с Багаудином, моим старшим сыном, едем в Карабулак ее проведать. Вот как-то так. И там у вас поснимаю прохладненько. Ну, не прохладненько, жара просто спала. Жарко, душно все равно, хоть и вечер, но хотя бы немножко более-менее. Хоть есть какой-то воздух. Все, едем. Мухаммед! Привет! Привет! Мы ж долго ждали. Мы ж долго ждали. А бах, мир чипаки. Нельзя ковырять пальчиком. Эшка, куда мы едем? В гости? В гости. Now greetings to the world. Vice of the one big gang still alongside. Так, тут у нашей молодой сножки продаются платья. Дай мне сначала булавку найти. И Мадина уже примеряет себе наряд. Обойдешь? Я выбрала наряд. Да. Вот такая красота. Короче, девочки, кто живет в Ингушетии, есть вот такие вот. Да, можно и по почте переслать. Кто носит абайи, платья такие. Ну, в принципе, их можно и без абайи. Я ехал. Что мерхоз махать? Мадина, я мерь дядя. Мы ехал. Я вот это мерила. Которая? Мама, лицо не снимай, мое красивое. Себе платье выбираю. Вроде бы нормальное. Мама. Перемерила несколько штук. Это более понравилось, но, конечно, надо его подробить. Так что заказывайте. У Мадины платье очень симпатичное. Так, ну что, доброе утро, мои дорогие. Это второй день. Наверное, скорее всего, я даже не знаю, как я буду монтировать. Хочется с вами быть на связи каждый день, но у меня не получается. Утро не очень ранее, надо было еще раньше выйти. Хотя встала и в 5 часов проснулась, но немножко поленилась выйти. С 6 утра уже вышла, но пока приготовила кое-что, завтрак такой быстренький. Мальчики рано встают, рано завтракают, уходят на работу. Ну, уже 7 часов. Надо быстренько, пока не так сильно начало печь, прополоть, потому что все у меня опять в плачевном виде, как видите. Видите, сколько сорняка, если бы все у нас росло
как растет сорняк, это было бы прекрасно. Лилии уже отцветают, как видите. Что-то у меня яблоки начали падать. Так, это мои цепушки. Одного мы снова потеряли. Их было 5, было 6 изначально, но оставалось 5. 5-го у нас я поставила эту клетку там, ну, перед домом, на улице совсем. И чужие коровы попытались, наверное, съесть корм, который там стоял. Да, видите, я посадить лук принесла, он рассыпался. Так, сейчас буду кормить еще своих цепушек, кормить, поить. Осталось только 4. 5-го я тоже потеряла, мои дорогие, когда я эту сетку ставила на улице, там, на травке. И чужие коровы перевернули эту сеточку, и цыпленочек застрял в сетке. Вот, осталось только 4 их. Вот такие дела. Гортензия тоже уже хочет по 2-му кругу зацвести.